По словам специалистов, сегодня можно смело заявить, что коронавирусная инфекция пришла в республику со всей ее мощью. В день медики выявляют более 100 человек с COVID-19. Эпидситуация ухудшилась в разы в Гагре, Гали и в Ачамчирском районе. Как подчеркивают медики, связано это в основном с тем, что люди просто перестали соблюдать элементарные меры безопасности. Если в начале пандемии все старались не посещать массовых мероприятий и не выходить на улицу без особой надобности и средств индивидуальной защиты, то сейчас, по словам главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, совсем другая картина. И какие бы меры ни предпринимались руководством страны, если так будет продолжаться, то эпидситуация будет ухудшаться с каждым днем. Мы не прекращаем праздновать мероприятия, мы не прекращаем участвовать в похоронных мероприятиях. Мы продолжаем веселиться и проводить день рождения, детские праздники у детей. Сколько бы наше правительство, сколько бы наше государство не принимало мер для того, чтобы находить деньги для лечения, для того, чтобы наши жители имели возможность жить, продолжать лечиться, обращаться в лечебные учреждения и так далее, мы не сможем остановить эту инфекцию, если каждый из нас не прочувствует, что инфекция распространяется только из-за того, что мы не соблюдаем основных мер профилактики. Очень часто люди после посещения массовых мероприятий приходят в пункты приема ПЦР-анализов, чтобы провериться на всякий случай. Из-за этого создаются очереди, что мешают процессу борьбы с COVID-19. Тем пациентам, которым действительно нужно это тестирование, то есть это группы риска, которые 65 и плюс, которым нужно принимать уже меры, у которых есть симптоматика, вот эти лица как раз и не могут попасть в ту зону ответственности Министерства здравоохранения. Теперь забор на ПЦР-анализы осуществляется только при предъявлении паспорта гражданина Республики Абхазия. Если человек не является гражданином страны, то анализы он будет сдавать на платной основе. Пациент с подозрением на COVID-19 должен пройти тестирование 2 раза в месяц. В течение всего этого времени обязательно находясь на карантине. То есть человек должен, сдавший анализ, 14 дней находиться на изоляции. Если он считает себя больным, сдавший анализ, он будет находиться 14 дней на изоляции. В первую очередь в республиканской лаборатории обрабатываются биоматериалы людей, которым нужно срочно выехать на лечение за границу, медиков из ковид-госпиталей, а также людей старше 65 лет. За последние 10 дней нагрузка на лабораторию увеличилась. В среднем в сутки здесь делают около 450 исследований. С некоторых пор анализы на ПЦР можно сдать только по месту прописки. Было решено, что вообще уже будут производить по месту прописки с паспортом, то есть на заборном пункте, и по месту прописки, по месту жительства в определенном районе, дабы избежать таких случаев, когда один пациент может сдавать в нескольких местах. То есть он сдает в одном заборном пункте, едет в другой заборный пункт, потом в третий заборный пункт, и за один день он может сдать несколько раз. Такие случаи у нас бывали, просто непонятно, для чего это делается, но дабы снизить даже вот такую нагрузку лишнюю на нас, мы решили, посоветовали, и к нам прислушались, и теперь это будет, в общем-то, делаться по районам. На сегодняшний день в Сухумском мобильном госпитале проходит лечение 58 человек, из них 4 в тяжелом состоянии. Всего за весь период здесь прошли лечение 250 больных коронавирусной инфекцией. Проведено около 3500 ПЦР-исследований. У нас 12 аппаратов искусственной вентиляции легких, с медикаментами никаких проблем нет, есть все необходимое. Мы принимаем жителей со всей Республики Абхазия и также с других районов. Помимо Сухума. У нас более 100 человек медицинского персонала. Если быть точным, 114 человек. Эти врачи находятся в мобильном госпитале с конца октября. На вопрос, какая у них по счету смена, затрудняются ответить. Я врач-реаниматолог. Сменно уже по счету, честно говоря, сбился. У нас по
12 по 15 смен бывает. У нас обычно на 5 коек, вот, в среднем по 4-5 пациентов. Вот, самые тяжелые обычно лежат. В Сухумской инфекционной больнице пациентов с каждым днем становится все больше. Свободных койко-мест здесь не бывает, а их около 35. Ситуация тяжелая, естественно, и в нашей больнице, и во всех остальных учреждениях в том числе. Тяжелая тяжесть в чем заключается? Очень много больных. Очень много больных, и почему-то очень много тяжелобольных поступает в последнее время. С чем связано, не могу сказать. Вот. У нас вот 35-36 коек, и постоянно они у нас загружены. Как только мы выписываем больного, следом обязательно госпитализируем. 2 ИВЛ-аппарата у нас, на которых постоянно больные. Много кислородных точек, все они тоже все время заняты. То есть тяжело больные, это крайне тяжелые, которые на аппарате, а все остальные тоже тяжелые. То есть легких больных мало. Неужели люди не видят, что вокруг творится? Посмотрите на своих близких, которые умирают, посмотрите на своих близких, которые становятся инвалидами после этой болезни. Это очень тяжелая, серьезная, смертельная болезнь. Почему так легкомысленно все к этому относятся? Я не понимаю, где средства защиты, почему все так ходят, почему все увеселительные заведения работают, почему отмечаются корпоративы до сих пор. Неужели не видят, что вокруг делается, что вокруг творится? Пожалейте себя, пожалейте своих близких, пожалейте нас тоже. Как-нибудь посерьезнее, пожалуйста. Это не только у нас такая ситуация во всем мире, чтобы вы понимали. Врачи вновь обращаются к населению республики с призывом соблюдать меры безопасности, чтобы сберечь здоровье себе и своим близким. Гугуца Вардания, Алексей Гухава, Тимур Гогохи, Алексей Баструков. Абхазское телевидение.